Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш урок! Сегодня мы с вами совершим маленькое путешествие в большой мир финансов и поговорим мы с вами про сбережения. Почему это важно? Финансы окружают нас повсюду, и каждый день мы используем деньги. К примеру, делаем покупки, оплачиваем за транспорт, ходим в кино. И умение правильно управлять деньгами и делать сбережения помогает нам создать финансовую стабильность и реализовать наши планы в будущем. Желание иметь сбережения – это древнее свойство человека. Даже первобытные люди имели некоторые запасы. Они просчитывали, что если охота сложится неудачно, то что они будут есть завтра? Шло время, менялось общество, менялись люди. Но стремление иметь некоторые сбережения у человека осталось. С тех пор, как человечество вело в обиход деньги, часть запасов откладывается в денежном виде. Так что такое сбережение? Это деньги, которые люди откладывают для будущих покупок и удовлетворения потребностей в будущем. В Кыргызстане много людей делают сбережения, а еще больше людей не делают сбережения, потому что они просто не понимают, зачем нужно делать сбережения. Если деньги есть, то их надо тратить здесь и сейчас. А действительно, зачем делать сбережения? Для каких целей? Давайте рассмотрим с вами 3 самые распространенные цели сбережений. И первая – это мечта. У каждого человека есть мечта, и когда эту мечту можно осуществить с помощью денег, тогда она называется финансовая цель. Давайте посмотрим те финансовые цели, о которых думают ваши сверстники. Среди них есть такие, о которых, возможно, мечтаете и вы. Кто-то хочет иметь свой iPad, а кто-то мечтает о ноутбуке. Третий хотел бы купить большой дом и машину, а кто-то мечтает получить высшее образование. Пятый хочет поехать в путешествие, а у кого-то есть желание сделать подарок родителям. Вот мы перечислили финансовые цели. Кто-то из вас уже знает, как он это осуществит. Возможно, родители подарят, а кто-то уже сам начал копить деньги для реализации своей цели. И это здорово. Чем раньше мы научимся делать сбережения и достигать финансовых целей, тем легче нам будет достигать своих целей во взрослой жизни и добиваться успехов. Для чего еще люди делают сбережения? Многие отвечают, чтобы обеспечить финансовую безопасность себе и своим близким и защитить от непредвиденных ситуаций. А что это означает? В жизни происходит много неожиданного и порой неприятного. К примеру, можно потерять работу, можно заболеть и долго лечиться, или внезапно поломается машина. И такие ситуации могут возникнуть в любой момент, и к ним важно быть готовым. Нужен запас денег. Некоторые называют это деньги на черный день, а правильно говорить финансовая подушка безопасности. Она не появляется внезапно. Финансовую подушку безопасности нужно создавать. Для этого необходимо регулярно откладывать деньги. И финансовые эксперты рекомендуют каждый месяц откладывать по 10% от дохода. Вы знаете, некоторые люди никогда не делали сбережений, и они считают, чтобы делать сбережения, нужно быть богатым. Иначе говоря, нужно иметь много денег, чтобы копить деньги. И я вам с полной уверенностью могу сказать, что это не так, и это заблуждение. И расскажу вам почему. Как я ранее говорила, эксперты рекомендуют сберегать минимум 10% от вашего дохода. Причем, как только получили доход, сначала отложили 10% на сбережения, а потом только на расходы. Это правило называется «сначала заплати себе». К примеру, если доход равен 10 тысячам сом, то 10% это 1000 сом. Для некоторых сложно начинать с такой суммы. Тогда можно начать с 1%, это 100 сомов, если доход составляет 10 тысяч сомов. Допустим, с января начали делать сбережения. Это будет 100 сомов. Это несложно, да? В следующем месяце уже отложить 2% от дохода. Это будет 200 сомов. Тоже несложно. И так каждый месяц. Через 10 месяцев уже дойдем до 10%, а за год будет даже 12%. Вот так постепенно, маленькими шагами мы выработаем себе привычку делать сбережения. Итого за год накопится 7800 сомов. Если можете откладывать больше, еще лучше. Но если хотите начать, то начните с 10% или хотя бы с 1%. И как мы с вами видим, не нужно быть богатым, чтобы делать сбережения. Итак, что мы с вами узнали? Зачем мы делаем сбережения? Первое, чтобы осуществить мечту. Второе, чтобы обеспечить финансовую безопасность. И третье, получить доход. Эксперты говорят, что сбережения не должны лежать дома, иначе деньги потеряют свою стоимость. Они должны работать. Если сбережения не просто откладывать в виде денег, но грамотно их вкладывать, то они смогут приносить доход. И как это сделать? Первое. Знать виды сбережений, изучить все их плюсы и минусы и выбрать для себя удобный, надежный и выгодный вид сбережений.
Познакомимся вкратце с некоторыми видами сбережения, которые приносят доход, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим ситуацию, когда люди хранят деньги дома. Деньги всегда под рукой, это плюс, но в то же время мы можем их быстро потратить, кроме этого они не приносят дохода. Второй вариант – это вложение денег в скот, бизнес или недвижимое имущество. Они приносят хороший доход, но есть и минусы. Имеются расходы и риски, связанные с выращиванием скота или ведением бизнеса. Как показывает исследование в нашей стране, большинство людей имеет очень мало информации о депозитах. Поэтому мы более подробно расскажем о депозитах. Депозит – это деньги, которые вкладывают в банк для сохранения и получения доходов в виде процентов. И как и другие виды сбережения, депозиты тоже имеют свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим их. Плюсы. Деньги надежнее хранить в банке, чем дома. Не украдут, и мы сами не сможем взять и потратить. Можно регулярно пополнять депозиты и накопить на свою финансовую цель. Можно получить доход в виде процентов. И в любое время можно снять свои деньги. Также существует страхование депозита. Минусы. По сравнению с некоторыми видами сбережения, доход может быть ниже, но рисков здесь меньше. Процент по депозитам может оказаться ниже инфляции, и тогда дохода получим меньше. Ведь деньги потеряют свою стоимость. В любом случае у нас есть возможность получить доход, который может покрыть инфляцию. И третий минус – вероятность банкротства банка. А для этого у нас есть возможность выбрать надежный банк и страхование депозита. В Кыргызстане каждый банк, который принимает депозиты, должен участвовать в системе страхования депозитов. То есть закон о защите депозитов и есть агентство по защите депозитов. И каждый банк должен быть членом данного агентства. Это означает, если банк не сможет выплатить депозит, то агентство гарантирует выплату до 200 тысяч сомов. Есть второй момент. Мы сами должны ответственно подходить к выбору банка. Какие виды депозитов существуют? В разных банках они могут называться по-разному, но в основном их называют срочный, накопительный и депозит до востребования. Допустим, у нас уже есть определенная сумма денег, которую мы хотим сохранить и не планируем тратить в течение года. Тогда можно открыть срочный депозит на 12 месяцев. Тем самым мы не только сохраним свои сбережения, так и еще получим процент сверху. Если планируем пополнять свой депозит и накопить к определенному сроку, то нужно выбрать накопительный депозит. И третий депозит или счет до востребования – это как кошелек с деньгами, только он будет не у вас, а будет храниться в банке. И в любой момент, когда нам нужно, мы можем положить или забрать деньги. Как выбрать надежный банк? И вот несколько советов. Изучите информацию в интернете. Как долго работает банк, какая у него репутация, какой у него рейтинг, какая у него прибыльность. Сравните условия депозитов в разных банках и посоветуйтесь с теми людьми, которые разбираются в этом вопросе. Ребята, если вы хотите открыть депозит, то помните, что важно внимательно прочитать договор, обратить особое внимание на сумму и валюту депозита, срок депозита, процент депозита и вид депозита, а также на пункт о расторжении депозитного договора. На кого можно открыть депозит? Депозит может открыть сам взрослый человек и подростки, начиная с 14 лет. А для детей до 14 лет открывают их родители или родственники. Дорогие друзья, мы с вами много узнали про сбережения. Что такое сбережение? Зачем делать сбережения? Какие виды сбережений есть? И как получить доход? Узнали про депозиты и получили рекомендации. Мы надеемся, что данный урок был полезен и вы получили новые знания, которые вам помогут достигать ваших финансовых целей. Подумайте, какие у вас есть мечты, ставьте перед собой финансовые цели и достигайте их с помощью сбережений.